Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире АЛЛАТРА-24, программа «Социум». Фермеры южных областей завершают уборку урожая зерновых колосовых культур – пшеницы и ячменя. Полностью завершена уборка пшеницы и ячменя в Баткенской области, а в Чуйской области – пшеницы. Уборка урожая – тема программы «Социум». В нашей студии ответственный работник Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Джигиталы Джумалиев. Здравствуйте. Мы знаем, что очень важно вовремя убрать созревший урожай. Скажите, пожалуйста, по данным министерства, как проходит уборочная страда? Добрый день, уважаемые телезрители. Как вы отметили, сейчас во всех областях республики идет массовая уборка сельхозкультур. Недавно только начали даже сбор хлопка. То, что касается, как вы отметили, зерновых колосовых, уже на юге республики завершено. Там в Чхонгылайском районе остается площадь уборки, неубранная площадь ячменя. В Чуйской области тоже пшеницы все завершены. Ячмень у нас только остается сусамыры. Там посеяно более 6 тысяч гектаров, она в скором времени начнется убирать. И такая же ситуация у нас Таласа сейчас в сентябре намерен завершить, а Сикули тоже в конце сентября они намерены завершить. А на Рынской области как тоже начали уборки, ну, в начале октября у них завершается уборка зерновых колосовых. Ну, то, что касается на сегодняшний уборку зерновых колосовых, на сегодняшний день убрано почти 88% от всей площади. Урожайность составляет в среднем по республике 25,6 центнеров с гектара, что на 0,5 центнеров выше, чем в прошлом году. Особенно наивысший урожай в этом году в Жалабадской области. По области урожай составляет более 31 центнера с гектара, или на 3 центнера выше, чем в прошлом году. Параллельно зерновым колосовым сейчас массово идет уборка кукурузы, как зерновой культуры. Почти 35% кукурузы уже убрано. Нас радует урожайность сельхозкультур, так как в начале весенне-полевых работ мы фермерам рекомендовали высокоурожайные сорта, гибриды сельхозкультур и провели обучение, в результате чего от кукурузы по республике получается почти 66 центнеров. Это гораздо больше, чем в прошлом году. А из них, из областей, Чуйской области на сегодняшний день убирает с гектара, получает свыше 70 центнеров с гектара. Получается, что перед началом посевной Министерство сельского хозяйства провело консультации и обратило внимание фермеров на то, чтобы не только как можно больше вырастить урожая и именно какого, но еще и обратило внимание на качество. И вот сейчас вы говорите, что фермеры наши получили совершенно новые качественные культуры кукурузы и хлопка. Ну, новым правительством, как указано правительством программы действия, доверия и созидания, главным приоритетом аграрного сектора является это качество получаемой сельхозпродукции. Ну, для достижения этой цели, я как отметил, министерство проводит ежегодно обучение и привлечение инвестиций. Поэтому приоритетом Министерства сельского хозяйства входит не только достижение высокоурожайных сельхозкультур, но и качество урожая, также сократить уборочные, послеуборочные потери. Для этого нами, я как отметил, ежегодно проводим, сейчас тоже проводятся учебные мероприятия по вопросам соблюдения оптимальных сроки уборки урожая сельхозкультуры и правильного их хранения. Есть сроки, когда осыпается зерна. Это, конечно, объективные, субъективные причины. В некоторых горных районах старые комбайны участвуют в уборке, поэтому бывают потери. Поэтому цель обучения – это минимизировать потерю урожая и сохранить его качество.
Но перед фермерами также ставилась задача выращивать ту продукцию, которая будет популярна на рынках ЕС. Фрукты и овощи активно экспортируются за рубеж. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела у иссыкульцев, баткенцев? Ну, сейчас не только сейчас активизируется, но завершается уборка плодовых ягодных культур. По сравнению с прошлым годом мы ожидаем на 10 тысяч тонн больше плодов ягоды. Это существенно, да? Да, так как сейчас фермеры очень заинтересованы вырастить экспортоориентированные и высокодоходные сельхозкультуры, так как мы сейчас, наши фермеры активно переходят на интенсивное садоводство, и мы тоже по данному вопросу проводим определенную работу. Вот для во-первых, это наша задача создания благоприятной нормативной базы для фермеров, даже представление своевременной нужной информации для сельских товаропроизводителей, а также привлечение инвестиций агропромышленного комплекса для создания и развития сельскохозяйственной инфраструктуры. Ну, что касается инфраструктуры, конечно, это лизинг сельхозтехники, а также изобретающие земледелие и органическое сельское хозяйство. Мы, фермеры Кыргызстана, мы постоянно проводим обучение, семинары, конференции по данному вопросу. Наши фермеры только конкурентоспособны будут тогда, когда соседним странам, имеется в виду Казахстан, Узбекистан, вот, у них сильно развита эта отрасль, поэтому мы только можем экологически чистой продукции вырастить и экспортировать. Поэтому очень важна, конечно, цена как для потребителя, так и для самого фермера. По какой цене он сможет продать выращенную продукцию. Мы знаем, были годы, когда, допустим, было много выращено картофеля и была низкая цена на рынке. И наоборот, было выращено много лука и также была низкая цена. Скажите, пожалуйста, вот по этим культурам какова ситуация в этом году? Ну, для этого правительством принимаются меры, министерством проводится работа. Во-первых, для экспорта сельхозпродукции должен сертификат, лаборатория. Мы с выездом на места по данному вопросу тоже провели обучение. И, во-вторых, должна быть это срок хранения, логистический центр. Сейчас, чем сразу продать, лучше хранить на логистическом центре. И когда цены на рынке поднимаются, в тот же момент фермер должны реализовать свою продукцию. На это вопрос проводится работа министерством. И, конечно, есть недостатки, но однако мы постараемся это устранить. Я знаю, что кардинально изменилась ситуация в отрасли, которые выращивают технические культуры. Это сахарная свекла и хлопок. Скажите, пожалуйста, выросли ли количество выращенной продукции? Ну, то, что касается сахарной свеклы, мы площадь по сравнению с прошлым годом, прошлого года мы на чуть-чуть меньше уменьшили. В первую очередь мы должны не только увеличением площади, мы должны обратить особое внимание с применением интенсивной технологии повышения урожайности. Вот в этом году ожидаем площадь меньше, но ожидаем большего урожая сахарной свеклы. Вот 15, а хлопка? Хлопок, то же самое, хлопок тоже с годом в год повышается и площадь, и их урожайность. По сравнению с прошлым годом мы тоже намерены получить сахарной свеклы на 50 центнеров с гектара больше, а хлопок на 3,5 центнера больше, чем в прошлом году. Поэтому мы особое внимание, как я выше отметил, особое внимание уделяем качественных сортов сельхозкультур и высокоурожайных. Ну что ж, пожелаем успехов нашим фермерам, чтобы они успешно завершили уборочную страду и наше население было сыто. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали с ответственным работником Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Джигиталы Джумалиевым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.